Ассаламу алейкум, витаю всех, шалом, 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 и всех витаю, друзья. Только что был у меня стрим в ТикТоке, и я перешел сюда. Так, друзья, пообщаемся с вами часик-полтора, пообщаемся. Пишите ваши комментарии. Так, может быть, будет мне удобно. Так, давайте, как обычно. Витаю, друзья! Ассаламу алейкум! Сегодня 27 мая 2022 года, 21:01 по Берлину, 22:01 по Джахару, соответственно. Сегодня я решил провести стрим на русском языке. И давайте пообщаемся, чтобы мы могли... Так, салам, Эд, приветствую всех. Аслан Лорс, алейкум салам, всех приветствую. Чтобы мы могли обсудить насущие дела и ситуацию на фронте. Так. Сейчас, одну минуточку, я вам сейчас хотел... Так. Как обычно, по традиции, я вам расскажу о потерях. Я это рассказывал только что в ТикТоке и, конечно, и здесь тоже расскажу. С 24 февраля по 27 мая с начала крупномасштабного открытого вторжения фашистской России на территорию свободной независимой Украины уничтожено за сегодня 150 штук оккупантов. Итого 29 750 штук их уже насчитывается. 1322 танка, 3246 боевых бронированных машин, 623 артиллерийские системы, РСЗВ 201 штука, засобы ВПО 93 штуки, 206 самолетов, 170 вертолетов, 503 БПЛА оперативно-тактического уровня, 115 крылатых ракет, 2226 автомобильной техники и цистерн, корабли, лодки, военные корабли, 13 штук, автомобильная техника, я уже сказал, 2226 и спецтехника 48. Вот такие вот успехи у нас. Довели, витаю вас, Асламбек Машуэль, Шавига Машуэль. Друзья, приветствую вас. Пишите ваши комментарии. Давайте халопом капут. Да, Асламбек, да, Алмула, халопом капут. Да, Алмула, да, Алмула. Так, друзья. Призываю ставить лайки, напоминает нам Эд. Это помогает продвижению канала, и больше людей увидят и услышат наши требования и правду. Да? Так, друзья, вот такие вот у нас дела. Так, можно мне права администратора, Плахт Алексей? Нет, Алексей, к сожалению, я вас не знаю, поэтому нет. Так, наверное, это надо будет как-то
Делать так, чтобы палец не лез в экран. Палец не попадал в экран. Ну ладно, говорит Алексей. Окей. Так, друзья, ну давайте. Давайте. Асан, не кажется ли тебе, что сопротивление не в полном объеме ведут украинцы? Ведь вижу самого главного и результативного сопротивления партизанщина. Не вижу самого главного и результативного сопротивления партизанщина. Аслан, ну партизанщина, она начинается, когда вы уже не можете вести прямые боевые действия, и ваша территория оккупирована. А так очень даже успешно ведутся боевые действия, очень даже. Да. Ту-ту, чтобы не сглазить, да он, как говорится. Нормально все, нормально. Привет тебе из Украины, Гильдиев Вася. Ичкерия будет свободная, процветающая, как и Украина. Вильна квитучую. Да, дай бог. Может Шольцу и Макрону уехать жить в Мухасранский, говорит Асламбек. Да, ассаламу алейкум, Аслан Машур. Ва алейкум ассалам, гражданин Ичкерии, Дейлер, салам маршал. Так, Аслан, Келумаду и Талан, вернее, есть хорошие новости. Келумадат, все нормально, все отлично. Украина, витаю, витаю вас, Светлана тоже, витаю, Василий, говорит Асламбек. Так. Как я тебе завидую. Можешь говорить, что думаешь, говорит. Рамазан Маматов мне тут комментарий написал. А кто мешает Рамазану это говорить? Ассаламу алейкум. У нас сообщают только потери Украины. Нам говорят плохо, нам не, говорить плохо нельзя про Путина и армию. Такая демократия в России. Ва алейкум ассалам. Да, Рамазан. Поэтому я и уехал оттуда и тебе советую. Чтобы говорить то, что пожелаю, надо приложить определенные усилия для этого. Да, Алмула, все будет Ичкерия. Да, Алмула, да, Алмула. Так, Аслан, сынок, ты печальный, все будет Украина, Ичкерия. Нет, нет, не печально, просто сейчас, когда вот начинается, вот когда вы все собираетесь, начинаете писать комментарии, и я втягиваюсь в разговор, и вот тогда уже я не такой печальный бываю. Нет, не печально нисколько. Все отлично. Хорошо поел, хорошо поспал. Сегодня хорошо потрудился. Теперь можно а, немножко пообщаться со своими друзьями, высказать свое мнение. Пусть русские фашисты знают, что не все так, как им хотелось бы. Можно сказать, что могила неизвестного солдата – это основная стратегия Кремля. Да? Слава Богу, мы ошибаемся. Слава Богу, Светлана, слава Богу. Ох, сейчас, братья родные.
Так, друзья, дела даях и маш. Такой лакин. Сатою, али, лае, шугуна дотишь, выглядишь не очень. В полном масштабе начнется скоро. Просто на новой технике надо научиться работать. Военные украинцы обучаются очень быстро и успешно. И в полной силе они начнут, и мы все это увидим. Да, дай Бог, дай Бог. Когда появляется второе дыхание, то становится легче. Становится легче, и Украина она появится. Да, именно так. Канал мой на ютубе атакуется, мой компьютер атакуется, поэтому сейчас с телефона захожу. Мне тут один пишет комментарий. Сейчас прочитаю. Сейчас прочитаю. Так, где же он был-то тут? Так. Пишет, постоянно тебя кто-то атакует. Почему не атакуют Тузика, Аслана Масхадова почему-то пишет и мысли. Да простит меня Аллах, если я не прав, но ты странный и мутный. Не доверял бы тебе кресло в чари. Але, ну надо ты еще. Почему? Мне одному только смешно. Люди, что он несет вообще? Мутный, говорит, да простит меня Аллах, сказал, и публично говорит, что он мне не доверяет. И не доверил бы мне кресло, как будто мне нужно. У меня есть свое кресло, очень даже хорошее. Ишь на букош, я думаю, это не тролль. У него даже ник вижу насквозь. Он до того насквозь видит, что больше ничего не видит. А сам, помнишь, говорили, сними шляпу, да, так и борода, и кепка, все остальное. Да, шляпу сними. Надо накладную делать, Асланбек. Накладную. Нравится, а дело не нравится, вот начали писать, о, не идет борода. Какого волнует? Ага, спрятались люди, не показывают своего лица, ничего не делают и сидят. У тебя нет бороды. О, у тебя есть борода. Вообще, какие вы стали чеченцы, я удивляюсь просто. Религию в одну бороду превратили. И вообще все это в одну бороду превратили. Украина что, серьезно надеется победить Россию? Украина уже победила Россию, понимаешь? Украина победила Россию. Так что вам всем хана. Так. Так. Друзья, я хотел что сделать? Сейчас. Ах ты. А вот оно как. Вот она какая. Вот и комментарии отсюда читать удобнее. О, отлично. Чего я раньше так не сделал? Так. А сам помнишь, говорили, так, Осколя. Украина что, серьезно надеется? Да, надеется. Так, Джахар пришел к нам, Дудаев, со своим сложным шрифтом. Ассаламу алейкум, Массерга, у алейкум ассалам, Машал, Дусюк, Аслан, Ижри, витаю все, друзья, Машу, я ожила, слава до перемога, вольной Украины. Так, довели, Литва входит в 15 стран в помощи Украины посредством денежных. Как вы думаете, что о том думают Германия и немцы, как народ считает нас кем?
Ну, если честно, Дойль, я не знаю вот этих всех подробностей. Я в немецком информационном поле пребываю постольку, поскольку, поэтому всех вещей я не знаю, что они там говорят. Опа, опа, опа. Нет. Все нормально. Поэтому пока ничего не могу сказать, Дойль. Но я поинтересуюсь этим вопросом обязательно. Постараюсь на него вам в следующий раз ответить. Знаете, Россия и Германия очень странно себя ведет. Просто, знаете, здесь есть, конечно, очень правильно мыслящие люди, но на самом деле и в этом плане здесь некоторые вещи мне не нравятся, я вам могу прямо сказать, друзья. Салам, Владимир Рабинович, салам. Сейчас я настроюсь только. Так. Огласите потери Украины, пожалуйста. Зачем Украины? Достаточно вам русских знать. Так. Вторая армия мира, как всегда, нападает на тех, кто поменьше. Да, Вася, именно так. Так, умники собрались. Боя, ну да, типа того ночью. Поэтому, пока Москва не стала отдельным государством, расслабляться нельзя. Да. Некоторые в Швеции молятся в сторону, там, где выдают социальные пособия. Батя. Так, я думаю, что Кремль попытается взорвать Балканы. Много что Алексей он попытается сделать. Он все попытается сделать. Так, граждане Ичкерии, мышца хильч, яц бо, мыш хильч, даях бо, куна тоуш, дуйте. Да, всем не угодишь, поэтому я уже не обращаю на эти вещи, делаю, как считаю нужным, да. А что случилось с второй армией мира, да? Она утонула, да. Асколя, ты... Чечня не Россия. При Ичкерии про Масхадова тоже говорили, что он за демократию, что он против шариата, что он связан с русскими. И где те, кто это говорил, и где Масхадов? Не слушайте болтунов и проходимцев. Чечня не Россия. Машвор. Всем салам, аслан. Так, это уже было. На первом месте у них религия, да уже после волосы идут. Идиоты. Литва на правильной стороне истории. Да, Литва абсолютно на правильной. И всегда была, я вам скажу. Это же письмо, принятое парламентом Чеченской Республики Ичкерия. 2-3 недели его заучивал. Так что догоняйтесь. Мега Дуджахар. Ну, надо, конечно. Учить, но иногда бывает трудно. Иштиазия, умадается, табуоне. Обратите внимание, из РФ эмигрировало с 2000 по 2021 год около 5 миллионов, а с начала 2022 года по сей день уехало уже 4 миллиона. Ничего так. Бегут. Вторая армия мира. Анекдот. Так, Вальдемар, Кёльн, приветствую вас. Так. Самбек. Посмотрел видео про пленных азовцев, татуировки фашистские на многих. Это как понимать? Вот заходят они и давай тему закидывать. Вы на своего Путина посмотрите, вы на своего Навального посмотрите, на своего ублюдочного Ходора посмотрите. Не надо, ставьте азовцев. Убирайтесь к чертовой матери с украинской земли, ублюдки. Будут они тут обсуждать, посмотрел, на это. Фашистская страна, фашистское руководство, ГБшное, просто ублюдочная просто система, веками уничтожающая и свой, и чужие народы, и сидят фашисты, машисты. Вы самые настоящие фашисты. Фашисты больше фашистов, чем вы, наверное, в мире нет. О чем вы говорите? Так.
Ассаламу алейкум, ассалам. Ва алейкум ассалам. Главное написать азовцы. Кадыркины примчались. Да? Жду, когда про 8 лет бомбили Донбасс начнут. Бомбили Донбасс, говорить. Да, да, начнут писать. Я живу в Чехии. Ну и вот, Манейс, ты живешь в Чехии. Никогда с твоим ником у меня человек здесь не писал. Ты не писал здесь комментарий. Вот сейчас заходишь, и первое, что ты говоришь про Азов. Ну, ты посмотри на свою страну. В Чехии ты живешь, где ты же русский, правильно? И ты поддерживаешь Путина, живешь в Чехии, без сомнения, вот по этому комментарию можно понять, кого ты поддерживаешь. О чем ты говоришь? Ну ладно. Так, Асан, где кепку такую купить? Нигде. Мне ее подарили, мне заказал ее человек. Ну, я не видел, значит. Ты говоришь, я писал неоднократно. Я не видел тебя, Манейс. С таким ником я тебя не помню. Если кто-то помнит, напишите. Я вот извинюсь перед Манейсом. Если кто-то из моих подписчиков помнит этот ник Манейс, я вот прямо сейчас извинюсь перед ним. Так, нельзя русским двери открывать, иначе свою родину потеряешь. Аслан, да? Кстати, репортер, который приехал из РФ, весь в нацистских и фашистских наколках, российский репортер. Кепку можно купить Алиэкспресс. Они хуже фашистов. Хуже фашистов, да, однозначно. Кепку можно купить на Алиэкспресс. Так, ошибаешься, Манейс. Ну вот, если ошибаешь, Манейс, пускай мне кто-то сейчас тут напишет, видели ли вы этот ник ранее? Просто ради интереса. Может, ты писал, я просто тебя, может, не видел. Потому что бывает, не замечаю иногда. Так, так, так. Так, так, так. Пам-пам-пара. Пам-пам-пара. Украинцы, герои Отечественной войны ЧРИ, награжденный орденом Героя нации Оман Турпал, Олег Иосипович Челнов, погиб в боях обороны города Джахар, Александр Иванович Музычка. Так, Эрик привет, Осна, и люди добрые. Ничего Кремль уже не сделает. Русский медведь залез в чужую берлогу и нарвался на росомаху, которая вцепилась ему в морду и пока не вырвет глотку, не отпустит. Дай Бог, Эрика Шим, дай Бог. Аслан, видео название российского фашизма «Рашизм». Введи название. Нет, русизм это называется. Джахар Дудаев это еще давным-давно обозначил как русизм. Я это так называю. Есть много магазинов в Европе, где можно так. Аслан, скажите по вашему мнению, что будет с Макроном, Шольц, Орбан после победы? После победы ничего не будет. Ничего не будет. Это президенты иностранных государств, которые не совершают преступлений. Но вот то, что сейчас Борис Джонсон говорит, что нужно создавать союз между Украиной, Великобританией, Польшей, странами Балтии, это говорит о том, что что-то не складывается у них, что-то у них не складывается. И это говорит о многом. Знаете, когда трудное положение и слабаки, они начинают показывать свою значимость. И вот сейчас, когда американцы и англичане поддержали, и когда просят поддержать французов и немцев, для которых много сделали они на самом деле, они начинают сейчас отгораживаться. А ведь получится так, если Украина не выстоит. Следующая Польша будет, дальше, и вся Европа падет. И Германия падет, и Франция падет. Позор просто, позор. Позор им будет, и все, больше ничего не будет. Алла Дудаева давала интервью украинскому каналу. Прекрасная, светлая женщина. Храни Господь Ичкерию, Украину. Аминь, аминь.
Так, Дику. Когда я эмигрировал в США, в анкете был вопрос: ваше отношение к КПСС и были вы ее членами. Я думаю, сейчас надо будет спрашивать ваше отношение к русскому миру и проверять соцсети. Да, это абсолютно. Но они будут их удалять, эти соцсети. Джамлейл, ассаламу алейкум, Асан. Как ты думаешь, если сегодня мы деоккупируем нашу страну, нас признает ООН? А, смотря, ну, если мы деоккупируемся, нет, смотрите, ой, это такой сложный вопрос, что это не так все просто. Ва алейкум ассалам, джалай. Во-первых, для того, чтобы нас признали, мы должны вообще ООН принимает, у них в уставе написано, что принимаются только те, кто являются страны, которые имеют правительство, там, территорию, там, и так далее, не имеют там каких-то там военных там отношений с кем-то. И страна должна быть миролюбивой. Это одно из правил. Так. И вот в этой ситуации нас трудно заподозрить миролюбии. Точнее, мы все делаем сами, никто не воюет, самое интересное. Сидят, попрятались здесь в Европах и рассказывают, какие там они воинственные и так далее, и так далее. Рассказываем там нам про шариат там и так далее. И поэтому могут возникнуть проблемы с нашим признанием. Это может быть большая проблема с признанием. Ну, пока вот так вот. И знаете, если кто-то сейчас думает, сейчас Украина быстро победит, и потом мы быстро деоккупируемся, не хочу расстраивать, но это может совсем не так оказаться. Во-первых, даже если Украина быстро победит в этом году, в следующем году, это еще не значит, что мы быстро деоккупируемся там у себя. Это большой процесс, который нам нужно пройти. А мы еще далеки еще от даже понимания, что происходит. Уже делят там власть, сидят, кресла делят, там у нас это будет, у нас то. Бэбин, бисерш. Причем все вчерашние халифатчики, вчерашние, сейчас быстро перекрашиваются в демократов. Меня выводили из ислама из-за того, что я демократ. А теперь они все быстро перекрасились, стали демократами. Они не верили мне, что все это быстро поменяется. Теперь, когда это уже начало меняться, они думают, что это очень быстро поменяется, и теперь очень быстро перекрашивается. Спешу успокоить. Пока еще ждите сигнала, я все скажу. Пока еще рановато еще. Я не понимаю, кто в итоге фашистов? Вроде бы батальон Азов с символикой свастики же воюет. Так. Пропустим мы и тебя, Владимир Рабинович. Открой склады хранения любой армии мира, и ты найдешь нарисованные свастики и прочую херню, нарисованную всякими дурачками, молодыми солдафонами. Да, Владимир Рабинович, русские самые большие фашисты. Да, даже говорить не о чем. У них Путин самый большой фашист-террорист. Я думаю, что нужно запустить мерч с символикой Ичкерии. Нужно основного дику дал бухаста. Витаю с Калмыкии, свободу Ичкерии, Гуля. Витаю, Калмыкия. Особое уважение и респект Калмыкии и калмыкам. Уважаю. Еще с студенческих лет очень хорошо отношусь к калмыкам. Хорошие люди вы. Хорошие. Без преувеличения. Асан, как оцениваешь ситуацию на фронтах? Садулла Гехинский. Ну, судя по тому, что там происходит, сейчас большие потери несут русские фашисты, также несут потери украинцы. Пока война, пока я не могу сказать. Даже если, знаете, какие-то стратегические, какие-то тактические успехи будут у фашистской России, это еще не значит,
это не значит, что это что-то поменяет. Стратегически Россия проиграла. Стратегически. Так, а этим рашистам скажите, что в Литве старики и дети собирают деньги на Байрактар для Украины за 5 миллионов евро. И скоро купим у Турции. Так что каждый литовец посылает за кораблем рашистов. Дуже дякую. Слава Литве и ее великому воинственному народу. Приветствую Калмыкию. Так. Так, я вот сейчас перемотал. Так, Джонсон красавец, видимо, в нем чеченская, украинская кровь и до свободных людей. Ну, в Джонсоне, говорят, есть черкесская кровь. Правда, один русский говорил, что у него чеченская кровь, но я слышал черкесская кровь. Ну, в любом случае, молодец он, чья бы там кровь у него не была. Где-то увидел Симон Квашуза, там две буквы Н и национальный день. Русин страшнее фашизма, нацизм, расизма, всех человеконенавистских идей. Джахар Дуда. Так, Соломон не видел ни у одного, не воздушная тревога. Прям сейчас, Вась? Прям сейчас воздушная тревога, да? Так, Гуля, всегда приятно слушать такие хорошие новости о снах. Да, Гуля. Дай Бог, Украина переможет. Так, Анзорва алейкум ассалам. Урева алейкум ассалам. Так, видя действия некоторых стран торгашей, я бы повторил слова нашего поэта Аптибисултанова, сказанные журналисту в военном Джахаре. Если не ошибаюсь, в 95-м. Мир фактически застрял в своей трусости. Да. Что будет с Кадыровым? Его же даже ФСБшники ненавидят РФ. Ну, они все друг друга там ненавидят. Просто все. Сейчас надо делать все, чтобы Украина победила или развалилась РФ. И тогда признание будет по факту. Ичкерия. Эрик Шим. Англичанам все это близко и понятно. Они 3 года воевали в одиночку с фашистами. Если получим пару сотен хаймерсов, все может за пару дней закончиться. Кадыров мук антхиетхун. Одна сатуй. Аслан Кадыров мук антхиетхун. Адлан, ты, по-моему, сейчас не то говоришь. У меня вот недавно видео здесь есть. Посмотри, Адлан. Буквально, не помню, когда. Сейчас я тебе его покажу, это видео. Последнее, которое у меня было. Так, обращение к шизофренику Кадырову называется. 19 мая я загрузил это видео. Посмотри это видео. Вы пребываете вот в этой пропаганде, что я адвокат Кадырова, что ФСБшник. Причем вам ФСБшники это рассказывают. Там столько лжи, столько обмана ведется против меня. И вы это подхватываете, не анализируете там, ничего. Просто раз пришел и сразу верите. Матиш, эш бушон бючбек. Валлахи бушон. Дух эш бючбек. Дух эш бюч. Дух нагмабу. Och YouTube çok ağoyşan aş bolna çaninti bolber. Soğucak. Bu çıkır bu vallahi bu şun haguş bol duqa bol blogger beş çaninti bolber. Şey elpa 3. Şey команд наши, şey linik nuhtеш. И цашнырем ас негалехкан массана да кайканит уже наспаддеган российский оппозиционер ашу, но кибеш бушун. Кибеш бушун. Так. Наверное, скажем, будет то же, что с Чаушеску. Ну, приблизительно, может быть. Так. Слава Финов. Сегодня наши солдаты видели на поле боя Т-55. Скоро Т-36 будет. Аслан, брат, сейчас момент Зеленского признать независимость Ичкерии. Это было бы для России мощный удар. Да, Сколя, но я так понимаю, Зеленскому это не нужно.
Aslan way голубой лаш нерл мобайл вайн юк меттег way веш растурю. Нерл Nel цабех нерл вош сун агенту бош дюч аш бол нах мобит бо асюк. Ола уйца рук сайн агенту бош. Ама зека уксу агенту бош. Камилш де хинцан вац бош диц дуле. Син гуо буксу агенту бош дюч аш. Ишт масана во шевек цанинти бо бешу. Нач о ног де ан сокуюк иви ан суар кик даулер. Я начал понимать и разбираться. Кирхум. Сошай накоство, ма визерце. Визери по идее, мел диквар, бо шун шемасана гинуксо. Бо гагдеш, любой хадия, халуа приказ, халуа команд бош. Сай правительство, юсай накост его. Ош агенчу, ош я еще шаш набай, они на леч бини, ахчнаш леч дини, о на сдавать бини, ишт на буху забеш. Цанин ти бо беши. Asi datsel stak so hörsan vet kolshuk. Så tär uiro och tär gas kşafa es beno masara uiro no so wir as itan ish düteram dat ish tag nach arqam iga deutsch herna arqam qut idalenash ina ma bu muhta bütisch aboch naso qiyaton bitsem tsabi zerije bit mahbatser shon bodig dize. Так, призываю ставить лайки, внимательно слушать и думать. И не стоит смотреть РФ ТВ. Враг не может говорить правду. Да, это именно так. Дуже дякую. Так, друзья, привет из Грузии. Что вы думаете о будущем Чечни после освобождения от России? Выберет Чечня путь демократического развития или она станет теократической страной? Андро Хитарели. Чеченская республика Ичкерия является демократическим правовым государством. Теократическим государством оно быть не может. Просто там по воле каких-то там деятелей, которые не представляют даже, что из себя это государство. Это раз. Это раз. Какой она будет? Ну, нужно освободиться, нужно провести выборы, ну и так далее, и так далее. Будет решать его величество господин народ, кто будет, как будет. Но все вот эти имаратчики, халифатчики сейчас быстро переобуваются и перекрашиваются, и ну, обычные лицемеры, которые ни за какой ислам не пекутся, ни за что не пекутся, просто им нужно в какой-то степени оказаться у власти. Вот они это будут делать. И к большому сожалению, мне жаль, что мы в таком положении оказались. Ну, нужна будет жесткая политика, жесткая рука людей, которые четко поставят все на свои места. Посмотрим. Так. Хотя назвать русского родным братом, это был перебор, мягко. Все, кто смотрит стрим из РФ, вам надо просто смотреть и думать, и беречь себя и своих близких. Вам надо просто не подвергать себе опасности. Дудаев сказал, для чеченцев ночь только демократия. Так, ассаламу алейкум. Разве шариат не был целью
Ичкерии, Тагир Бик Мухаметов. Алейкум ассалам. А, Я не понимаю, что ты имеешь в виду под шариатом? Вы тут подменами понятий занимаетесь. Мы жили при шариате. Чеченское демократическое правовое государство жило в соответствии с нормами ислама. Не воруй, не убей, соблюдай свою религию. Мы жили. Что вы понимаете? Вот подмена, вы хотите, что вы хотите, Тагир? Вы у себя построили шариат, и сейчас нам, ну, как в Саудовской Аравии вы хотите, или как Талибан вы хотите. Стройте, пожалуйста, мы этого не хотим. У нас есть своя конституция, свое государство, и мы живем в соответствии с шариатом. Вот это подмена понятий, противопоставление. У нас есть в 92 году принята конституция. В соответствии с международным правом, в соответствии с нормами ислама, в соответствии с чеченским законодательством, адатом. У нас есть конституция, по которой мы избираем себе президента и парламент. И все. Просто интересное наблюдение. Когда тебя смотрят без VPN, то показывают очень маленькое количество просмотров лайв. А когда смотришь VPN, то количество показывает за 100. Да, ну они тут, не знаю, что это значит, конечно, что ты имеешь в виду. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Наши прапрадеды говорили, если твой друг русский, то держи за пазухой топор. Так, народ ночи на страже цивилизации. Дудаев сказал, для чеченцев ночи только демократия. Да, именно так. У нас есть наша конституция. И все остальное это мутят враги. Аслан милу наган он йосаш асидел да он. Аслан милу наган хаон йосаш хаси де лурдатсон. Иса мета дересол Иса. خامة هاي ما سنة سويسو سويش كان ما سويش تقيتاج أو وسا قوتي خارسو ويش تا شيء ما هو الباخ شو بوشو نواش дерезоно Иса дуашела. Сегодня у ЗСУ день летчика. Сбили Ми-8, 2 К-52 и Су-35. Ну, по крайней мере, у генерального штаба Сбройных сил Украины этой информации не было. За сегодня не сбит ни один самолет, ни один вертолет. Ну, по крайней мере, вот на тот момент, когда я зачитывал эту информацию. Может, сейчас только что сбили. На гербе печать наша древних предков, для нас и потомков высшей демократии. Многие занимаются подменой и хотят молиться по методичкам из Москвы. Алла Дудаева про все это рассказывала. Асланбек, она сегодня вот в этом украинскому рассказывала, да, в этом телевидению, или это старое ты говоришь? Алла Дудаева молодец на самом деле. Алла Дудаева не поехала в Чечню, хотя если бы она поехала бы в Чечню, ее бы осыпали бы золотом, ей бы очень помогли бы и так далее. Но она не поехала, несмотря ни на что. В отличие от некоторых других, которые туда ездят, несмотря на то, что их сыновья, мужья сидят убиты и так далее. Так. Да, сегодня рассказывал Алла Дудаева. Так.
Потери расистов сегодня будет завтра в списках. А, понятно. Ясненько, ясненько. Ой. Так, Арестович рассказал, еще штаб разбомбили, 20 старших офицеров утилизировали. Демилитаризация и денацификация идет успешно, короче говоря, идет успешно в фашистской России. И в конце сказал Зеленскому, что признал червей. А, да? Молодец, Алла. Красавчик. Же есть. Почему Чечня не участвовала в приватизации? Народ Чечни не получал ваучеры. Хочу напомнить. Да, это не получили, это правда. Путлер капут. Так, Арестович только рассказал, еще штаб разбил. Так, это было. Недавно подтвердил, что сбито несколько воздушных целей, в том числе вертолеты и самолет. Класс. Спасибо, Майк, за эту новость. Эрик, и тебе спасибо. Эрика Шим. Так, мой батька служил в СССР в 75 году в части под Винницей. Да, там у них ночью целую роту солдат нацики вырезали. Только это не разглашалось. Аслан, сих. Я Американ бы. Я Американ бы. От бы Шамалова, генерал-майора, там законопатить. Я вчера читал, что от своего друга, правда, информацию, что почти вся 58-я армия, которая с Кавказа, да, отправляется, почему потери? Больше всего потери с Дагестана там и так далее. Потому что они же служат, у нас там 58-я этой армии, в Чечне, которая дислоцируется, у нас они там находятся. И очень, это все те людоеды, которые принимали участие в том геноциде, почти всех их утилизировали, говорят, в Украине. Ну как после этого не сказать «Слава Украине! Господи, благослови Америку!» Как после этого не сказать? Понимаете? Если мир не готов был судить этих преступников, то Господь распорядился по-своему и утилизировал. Псковская десантная дивизия зачищена полностью. Аллаху Акбар, Абдулла Тимирболт. Дерез Гуйлон. Аллаху Акбар. Псковская десантная дивизия, псковские десантники тоже творили бесчинство у нас в стране. Ночью почал Ичкерия. Дал Бухастам. Спасибо, Украина, спасибо. Так. Аслан, бумеранг никто не отменял. Совершенно верно, брат Асколи. Совершенно верно. Демократия, демократия и еще раз демократия. Единственная форма государственности, которую признавали ночь испокон веков. В чем еще можно говорить, когда любые решения принимали совместно? Слава Украине, дякую украинцев. От темы уводят. Закон в Украине, освети подробности, пожалуйста. Сунцага Абдулла, я вообще без понятия, что он там делал, для чего он туда ездил. Без понятия. Там не поймешь вот эти вещи. Дела, мы بعرف بيزا
intervjuele alles. O dik amel ditso وين president Husam nan ish bi khulila yat Allah reis khulil ален. Эмин, тогда я закругляю свой стрим. Я пошел смотреть интервью Аллы. Алла молодец на самом деле. Алла молодец. 400 лет у нас демократия была, и европейцы учились у нас. И европейцы учились у нас. Да? В определенной степени, да. Это тоже правда. Что мы опять зависаем? Так. Aslan haz dik interview yon. Уже русачек да мога. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Приветствую вас, друзья. Так, это Эду. Уважаемый, забань кремлебота лжи, у которого целую роту вырезали в 70-м году. Да, это Буэльха, Мэдли, Дейрейсу, слушай, я последний, и ты всегда все по сути говоришь, полный вперед. Дейрейсхуль, Мэдли. Где можно посмотреть интервью Аллы, скажите? Так. Рота это 100 человек примерно. Это реальный случай из жизни моего отца. У них была двухэтажная казарма, второй этаж ночью вырезали. Шампулом в ухо. Никто и пикнуть не успел. Ну, невозможно, мне кажется, 100 человек вырезать шампурами, чтобы пихнуть никто не успел. Ну, разве такое возможно? Я знаю, что 2, 3, 5, 10, 20 человек, может, еще можно там. Блокпост там с 10-15 человеками, когда врывались наши воины, они там заставали в ужасе, они оставались, их там вырезали. Ну, чтобы 100 человек, ну не баньте просто, не баньте. Банят только за ложь, провокацию и так далее. Поэтому не спешите банить это. Аллах это будет Украина Булгенты. Амин. Вот, кстати, интервью Аллы нам вот сюда скинули. Так. Вот ссылка интервью с Аллой. Так. Телеканал прямой. Нормально. Сто человек вырезали второй этаж, а первый спал как младенец. Да. Странная история, конечно. Очень странная. Шампурами в ухо еще. Это как оригинально. Шампулами убивать. Ну, бред это. Нападение воинов. Это 100 человек. Должны были человек 300 прийти с реальной целью, не боясь быть застреленным караулом. Конечно, Вася, надо еще караул убить. Понимаете? Потому что караул потом будет нести еще ответственность. Это караул надо как-то обезвредить. Потом зайти и второй этаж вырезать, а первый не вырезают. Наверное, папа, принял маленько. Да, папа шашлыки делал, наверное, и немножко лишнего принял, и поэтому
На шашлык дел. Вася, ну Соломон Кайн, смотри, ты зашел к нам в гости, как ты говоришь, и сразу начал говорить ложь. И во время вот этой массовой истерии вашей, пропаганды, лжи, нам трудно доверять кому-либо, понимаешь? Поэтому в этом плане ты тоже должен с пониманием относиться. Вы страна-агрессор, вы самые невероятные фейки придумаете, начиная от отрезанных там распятых мальчиков, там и еще там, что вы только там не придумываете. И сейчас ты заходишь и говоришь, вот там нацики вырезали там и так далее. Было бы ну, неправдоподобно, ну, неправдоподобная история просто. Неправдоподобно. Так, не могу согласиться с Ирисхановым, Хусейном, Исхановым, наверное. Очень по мне мысли. ДРС Хусейн, поверьте мне, старый волк. Хамал Мухаммадов. Наша проблема глубже и печальнее. Дело не только в гное в головах и не в том, что гибня правит бал России. Это еще и многие поколения вертухай и их выродки. Караул и еще ночной народ. Мы очень скептичны относительно нашего вклада в мировую историю. Но как объяснить тот факт, что у европейцев в паспорта есть графа, что они кавказиан? Ну, кавказцы. Ну, это же не значит, что они чеченцы, правильно? Вася, Гильды, Асан, что ты хочешь от русских? Они же байрактары стаями сбивают. Один человек врать и преувеличивать — это скрепа. Конечно, Вася, я знаю, Вась, могу это, лекции читать. Читаю лекции, как ты видишь, по ним. И сам Медаев, что вырезали 100 человек нацисты, это давняя байка кремлеботов. Точно такую историю слушал от особиста в 1977 году, служил в турецкой границе. Но в роли убийц были турки. Да, у них так было. Для каждого народа одна и та же своя эта тема. Для того, чтобы гной откачать из головы этих манкуртов, нужна программа серьезная и на многие годы. И главное, нужно сказать им правду. Да не верят, Камал, не верят. Вот в чем вся беда. И даже когда верят, не хотят верить. Понимаешь, когда ты веришь, когда ты понял, что вот эта белая стена, она белая, а не черная, как тебе говорят, тебе надо какие-то, там, не знаю, шаги предпринимать. А их предпринимать душка не хватает. Понимаете? Или нужно признать, что видели на улице бьют там девушку кто-то, и проходит прохожие там, да, в этих клипах бывает, и делают вид, что они не видят. Раз, и вот так мимо проходит. Там пристает один к девушке там и так далее. Вы видели, да, был такой этот пранк такой был. Сперва пристает русский парень там к русской девушке и смотрит реакцию. И все мимо проходят. Типа нас это не касается, я не я, хата не моя. И потом к кавказской девушке он же пристает, и сразу мимо проходит кавказцы, сразу хватает, вмешиваются. Потому что как только ты понял, ты сразу обратил внимание, ты должен предпринять какие-то действия, защитить девушку, там, признать правоту Украины, что это их земля, что вы лезете своим рылом в калашный ряд. А русские в основном проходили мимо, когда русскую девчонку обижали. А кавказцы они защищали. По-моему, русскую тоже не защищали, по-моему, кавказскую девушку тоже. Причем все, почти все, русские за редким исключением заступались. Вот приблизительно такая же ситуация. Если признать,
что фашистская Россия не права, то нужно осудить свою страну. А за это 10 лет дадут, а за это пинка дадут, а за это еще что-то. Да, ну и плюс свое нутро ведь. Ненавидишь ведь, всех ненавидишь, всех не любишь там. Кавказцы, чурки, украинцы, хохлы, кто там, евреи, жиды, черные негры, там эти пиндосы, миндосы. Ну это же мы знаем, как это в России. Мы же все знаем. Давайте объединяться и жить дружно, как в советское время. Ну вот видишь, Соломон пришел и здесь свою пропаганду гонит. Давайте жить как в советское время. Хорошо, Соломон, я согласен, как в советское время, давайте объединяться, жить. Хорошо. Но давай вы все выучите чеченский язык. Столица будет в городе Джахаре. Будем учить чеченскую историю. Жить по чеченским обычаям, законам, и в Москве вам можно будет, все крупные компании будут зарегистрированы в городе Джохаре и платить налоги будут в городе Джохар. И Чеченская республика будет распределять бюджет, все сперва деньги будут приходить в Чеченскую республику, в город Джохар, и уже из Чеченской республики будем распределять деньги по всей России. Согласен ли ты на это? А то, получается, попробовали захватить Украину, не получилось, и теперь, ну давайте дружить. Да пошли со своей империей к чертовой бабушке, со своим Советским Союзом, вонючим, античеловечным, вражеским Советским Союзом. Так, Адлан Сатуев, Адлан, Ишдиковацу, Амубо, да, да, классификацию вел немецкий ученый и белый человек причистен ко всему мире, кроме России, кавказской расе. В России не говорят кавказская раса, говорят европеоидная раса, чтобы не поставить кавказца выше и великих русских не принизить, чтобы. Это то же самое, что они же украли вот этот суржик, историю, русская история суржик, она же делается не только с украинской истории, со всех историй она делается. У каждого берет самое лучшее. И все, и получается русский суржик. Залп из томагавк под корягу Кремля. Да, но они не будут верить. Процесс прозрения может затянуться на многие десятки, если не сотни лет. Ну, сотни, наверное, нет. Ну, посмотрим. Знаете, мы свободные люди. Мы свободные люди и будем им в любом случае. И нам не нужно никому ничего доказывать. Оставаться такими, не поддаваться вот этой пропаганде. И дальше будем так развиваться. Так, надо усиленно заходить на казахский сегмент соцсетей и вести дерусификацию. Сейчас казахи особенно остро реагируют на войну в Украине и поддерживают украинцев. Сейчас самый момент, иншаллах. Платер Алексей. Если дело было на новой земле, то казарму вырезали бы пингвины или морские котики. Если дело было на новой земле, то казарму вырезали бы пингвины. Понял. Так, меняю холопа в деревню на одну гончую. Да. Ставим лайки, помогаем продвижению канала, чтобы больше людей узнали правду. Так, да пошли они, Асан. Да, салам Аша, Асан. Маша Лейла Муслим. Асан, спасибо тебе за твою работу из Украины, Флэш. Дякую. Асан, я тоже пошел бы сейчас, помешал бы навоз веткой. Не понимаю твоего выражения.
Я под тобой. Вольф, что с тобой? Ты сегодня выпил? Выходные? А, понятно. Только у русских нет своей земли. У них ничего нет. От отряда «Шторм» салам, маршал, всем борцам за свободу. Маршал, или я имею в виду вклад всего Кавказа, а не одних Нохчо. А относительно, что во многом именно Нохчо, то многие европейские ученые писали, что исход европейской расы исходит с восточной части Кавказа. Так, антистрах. Антистрах приветствует. Так, друзья, наверное, я закончу свой стрим. Сегодня хватит. Хорошего понемножку, как говорится. Я вам покажу, откуда готовилось нападение. Да. Роман Хети. Друзья, я на этом свой стрим сегодняшний заканчиваю. Я провел только что стрим, ну, перед этим стримом провел стрим в ТикТоке. Я его тоже загружу сегодня же. Завтра вы его увидите. Ну, в принципе, как-то так. Дякую тебе тоже, Вась. Всем спасибо. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Спокойной ночи всем. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль маш ойль. Бюс де масера.